Минтруда совместно с Минобразования на базе 10 профессиональных лицеев открывают центры обучения и домиграционной подготовки. В этих центрах наши соотечественники смогут повысить свою квалификацию как для внутреннего рынка труда, так и для граждан, выбывающих в трудовую миграцию за рубеж. Центры домиграционной подготовки будут направлены по конкретным странам. Прежде всего, это Россия. Мы не можем утверждать, что поток мигрантов в Россию иссякает, но тем не менее эти миграционные потоки постепенно начинают меняться в сторону европейских стран и в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Япония и Корея. Краткосрочные курсы будут проходить по востребованным направлениям – сварочные, штукатурные, сантехнические работы, уход за больными и другие. Помимо этого, обучающие посетят курсы иностранных языков. Уже готовым специалистам Минсоцтруда поможет трудоустроиться в развитых странах, как Корея, Япония, Германия, Латвия и Великобритания. На сегодняшний день у нас есть договор с большой компанией КАМАЗ, где им требуются уже подготовленные кадры. И мы тех людей, которых будем послать на работу в КАМАЗ, мы уже будем готовить здесь уже. Сейчас решается вопрос оснащения и частичного ремонта 10 центров. Для этого Министерство труда ведет переговоры с партнерами о выделении 9 миллионов долларов. Параллельно идет подготовка в профессиональных лицеях. Они предоставят помещения с техническими и эксплуатационными условиями для качественного образования. Направление нашего лицея – строительство. Курсы для трудовых кадров будут длиться от 1 до 4 месяцев. Многие выбирают профессию сварщика. Мы обучаем по 3 видам сварки – электросварка, газовая сварка и полуавтоматическая сварка. Для этого у нас есть опытные мастера, мастерских тоже достаточно. Также мы начали преподавать английский и корейский языки, чтобы учащиеся заодно могли изучить иностранные языки. Отметим, по официальной статистике в трудовой миграции находятся 740 тысяч кыргызстанцев, в России 548 тысяч, Великобритания 6 тысяч, Турция 61,5 тысяч, в Казахстане 45 тысяч, в Корее более 9 тысяч, в ОАЭ 5,5 тысяч, в Италии 6 тысяч, в США 50-60 тысяч человек. Альбина Айбекова, Джахшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.